Урмат Рамазанов несколько лет занимается растамаживанием автомобилей, купленных в других странах. Раньше для этого, чтобы оплачивать таможенные платежи, ему приходилось идти в банк, стоять в очереди и на все это тратить много времени и нервов. Сейчас оплату можно осуществить за несколько минут благодаря новому мобильному приложению РСК-24, рассказывает предприниматель. Новое приложение «Мобильный банкинг», что для нас является очень удобным. То есть раньше, когда мобильного банкинга не было, кассы здесь на месте, допустим, здесь работает до 5:30. Если у нас груз заходил или заходит, бывает, чуть позже, то нам приходилось ехать в вечерние кассы, которые работают до 8, и там оплачивать. Также стоять в очереди. Ежедневно в отдел оформления таможенной службы приезжают от 20 до 30 большегрузных автомобилей, а это примерно от 400 до 500 тысяч килограммов разного груза. И здесь был введен новый метод онлайн-оплаты для быстрого и удобного обслуживания граждан. Так, с начала внедрения оплаты таможенных платежей безналичным способом по 10 августа текущего года через мобильное приложение РСК Банк оплачено таможенных платежей на общую сумму почти 8 миллионов сомов. И при этом таможенные платежи будут отображаться моментально в системе государственной таможенной службы. Если раньше РСК Банк предоставлял услуги безналичных операций для уплаты налогов, коммунальных услуг, оплату за обучение в школах и детских садах, то сейчас РСК Банк – единственная финансовая организация, которая предоставляет данную онлайн-услугу. Первыми в Кыргызстане реализовали уникальную услугу онлайн-оплату таможенных платежей в мобильном банкинге РСК-24. Теперь в мобильном банкинге РСК-24 клиенты могут оплачивать два вида платежей. Это авансовые таможенные сборы и таможенные сборы по идентификатору кода. Для этого, смотрите, необходимо пройти в раздел «Платежи и переводы», «Платежи». Далее у нас таможенные платежи. И здесь уже выбираете необходимый таможенный платеж. К примеру, если это авансовый, необходимо ввести код платежа, который вы получаете в таможне, и уже в данном случае все реквизиты подтягиваются и автоматически происходит оплата. В государственной таможенной службе реализуется ряд цифровых проектов, такие как электронное предварительное информирование, внедрен электронный пункт пропуска на КПП «Достук». Также подобные автоматизированные системы планируют ввести на все пункты пропуска Кыргызстана. Рахат Батырбекова, Меримбек Джусупекулу, ЛТР, город Бишкек.